Это «Актуальное интервью», в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В регионе уже 5-й год успешно реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды, а проект «Тысяча дворов» реализуется 2-й год. Как преобразились села и города Якутии с начала реализации этих двух проектов, поговорим с гостьей студии Любовью Попок, руководителем управления архитектуры и градостроительства при главе республики. Любовь Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот федеральный проект формирования комфортной городской среды – один из наиболее успешных и эффективных проектов. Каковы итоги реализации проекта у нас в Якутии за последние 5 лет? Да, действительно, программа «Комфортная городская среда» очень популярная программа. И нужно отметить, что достаточно большое финансирование было выделено на благоустройство территорий за последние 5 лет. И было благоустроено 67 общественных и 144 дворовых территорий, более 40 городов и сел. Также хотелось бы отметить, что в 2024 году у нас 24 общественных пространств, да, и 3 очень полномасштабных проекта в городе Якутске. Это площадь Ленина, благоустройство, набережное озера Сайсары, набережная Романа Дмитриева. Здесь, конечно, реализуются проекты в рамках реализации мастер-плана. Но и в целом вообще сама программа, как я уже сказала, она очень имеет большой спрос у населения. Здесь учитывается мнение населения в процессе разработки проектов, обязательно привлекаются сообщества отдельные. В целом программа формирования комфортной городской среды, она имеет большой спрос у населения, у администрации поселений, потому что при рассмотрении всех проектов всегда учитывается мнение горожан, жителей. Помимо этого у нас формирование комфортной городской среды не только в городах, она очень популярна и в селах. Привлекаются сообщества при рассмотрении проектов, учитывается мнение всех. И, конечно, когда наши проекты реализовываются, то они влияют как на социально-экономическое развитие городов, на экологию, ну и в целом на облик населенных пунктов. А вот в рамках же федеральной программы проекты реализуются в малых городах и исторических поселениях, когда есть победитель у Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. В этом году прошел вот как раз-таки отдельный подобный конкурс уже для субъектов Дальневосточного федерального округа. Скажите, сколько было средств привлечено на развитие наших городов и сел вот благодаря таким победам в конкурсе? Но Республика Саха-Якутия очень активно, является активным участником данного конкурса. И на самом деле мы являемся одними из лидеров, как победителями конкурса. За последние годы у нас была 21 победа. И за 5 лет было привлечено более 1,5 миллиарда рублей. Сам конкурс стартовал, когда республика начала участвовать уже с 2019 года. Такие проекты, как в Нюрбе, Покровск, Верхневилюйск, Алекминск, Валдане, город Ленск. И также в 2023 году у нас очень большая победа. У нас были победы в первом этапе, и во втором, и всего их 10. Например, вот в 2023 году у нас в первом этапе победил город Ленск, Жатай победил, Бердигистях. Победила у нас также Среднеколымск, город Мирный, Нерюнгри. Все проекты очень хорошие. Хотела бы даже отметить, есть проект «Поющие пески» в Вилюйске, где они набрали самый максимальный балл из всего Дальневосточного округа. Поэтому это очень большая работа команд, привлекаются архитекторы, эксперты и, конечно же, участие жителей, сообщества и администрации. Да, вы отметили, что получить победу в конкурсе не так-то просто. Получается, командная работа и ответственное отношение к делу – в этом главный секрет успеха? Да, конечно. Дело в том, чтобы участвовать в таких конкурсах, ну и вообще начинать реализацию проекта, необходима сплоченность команд. И как я ранее говорила, что это не только администрация, мы здесь привлекаем, конечно же, в рамках проекта архитекторы, в рамках рассмотрения проектов это, конечно же, жители и сообщества. Не так просто подготовить заявку, привлекаются эксперты, потому что требования к заявкам очень большие. И,
конечно, вот как хотелось бы отметить такие муниципальные образования, команды, да, даже не просто называем их команды, это Бердикистяхский наслег горного района, Верхневилюйский наслег, село Майя, Нерюнгри и город Якутск. Это вот самые такие активные команды в формировании комфортной городской среды реализации. Давайте тогда поговорим с вами еще и о реализации программы «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке, потому что географию проекта и темпы благоустройства удалось значительно расширить как раз-таки благодаря этой программе. Каковы итоги 2 лет работы? Да, программа тоже действительно очень популярная, потому что за последние годы мы действительно благоустроили множество дворовых территорий. Это федеральный проект, разработанный Минвостокразвития по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Стартовал он за последние 2 года. У нас было благоустроено около 200 дворовых территорий мини-парков. Программа стартовала в 2021 году после Восточного экономического форума, где благодаря полученным средствам именно на Дальнем Востоке города получали средства и благоустраивали территории. И здесь, вот, например, в 2022 году было выделено 846 миллионов рублей и было благоустроено 124 дворовые территории. А в 2023 году 429 миллионов рублей, это 61 дворовая территория. Также выделяются средства и в 2024 году. На сегодня у нас заявки поступают, будет рассмотрение конкурса. И хочу отметить, что в рамках программы «Тысяча дворов» на Дальнем Востоке там не только дворовые территории, а также мини-парки есть, которые, например, для небольших населенных пунктов более актуальны, которые охватывают большие территории жилых кварталов. И здесь, конечно, например, хотелось бы отметить в селе Титыбя Хангаласского улуса, там появился, например, мини-парк, очень наполненный, насыщенный спортивными площадками, детскими площадками, велосипедными дорожками, освещениями. Ну, такие территории достаточно популярные у населения. Или, например, в Хангаласском районе Булгунюхтах. Там вообще замечательный мини-парк получился, потому что они не только как дворовая территория идет для жителей, но и для проведения всех мероприятий, которые собирает большое количество людей. Здесь часто, например, данная программа еще используется в синхронизации проектов. Например, в таких городах, как Мирный, Алдан, Нерюнгри, используется синхронизация проектов, когда у нас, например, они получают средства по комфортной городской среде и по 1000 дворам, и получается реализовывать очень красивые, объемные, полномасштабные проекты. Но ведь благоустройство населенных пунктов сейчас еще ведется и по программам мастер-планов. Но все-таки некоторые не до конца понимают, в чем конкретная разница между генпланом и мастер-планом населенного пункта. Ну, мастер-план, конечно, это стратегический, в первую очередь, документ, но он еще и пространственный. Мастер-план определяет ключевые проекты, которые реализовываются за небольшой промежуток времени. Это чаще всего берется 5 лет. И в мастер-плане мы можем увидеть, как будет изменяться облик городов, включает в себя и благоустройство, и строительство объектов капитального строительства, инженерной инфраструктуры. То есть это достаточно расширенный документ, который еще и просчитывает экономику. Поэтому он достаточно, почему его называют такой стратегический документ. И Республика Саха-Якутия, кстати, практически является лидером разработки мастер-планов. Инструментом стратегического планирования, как мастер-план, его используют уже с 2020 года. Управлением архитектуры и градостроительства при главе республики совместно с Центром компетенции «Лето» уже разработано 11 мастер-планов городов и населенных пунктов. Некоторые еще мастер-планы у нас в разработке. И есть даже примеры, когда муниципальные образования самостоятельно принимают решения, разрабатывают мастер-планы и утверждают уже на своем уровне.
И здесь, конечно, мы не будем забывать, мы мастер-планы разрабатываем не только для городов. Очень большое внимание Арсеном Сергеевичем уделяется и сельским поселениям, развитию сельских поселений. Поэтому мастер-план есть и городов, и сел. И не будем забывать последние события. Это арктические территории, как раз Тикси, Найба, которые вошли в перечень стратегических населенных пунктов, где сейчас будет разработан мастер-план развития. А вот в случае с мастер-планом Якутска, как преобразится у нас столица региона? Владимиром Владимировичем Путиным было определено 25 городов, для которых необходимо было разработать мастер-планы. И после событий на Восточно-экономическом форуме были даже даны поручения. Исторический момент, когда Арсен Сергеевич презентовал в сентябре месяце перед Владимиром Владимировичем Путиным наш мастер-план агломерации города Якутска и Нерюнгри. И здесь, конечно, после презентации появились уже перечень поручений, в рамках которых были определены ключевые объекты для реализации. Ну, если, например, говорить по благоустройству, то это, конечно же, в рамках реализации мастер-плана это 3 объекта, про которые я говорила. Это площадь Ленина, набережная СССР, набережная Романа Дмитриева. Дело в том, что мастер-план, он привлекает множество инструментов реализации. Это может быть как бюджетные средства, как внебюджетные средства. Например, вот 3 объекта, про которые я говорила, благоустройство, это казначейские кредиты. И благодаря вот привлечениям таких кредитов у нас появляются общественные пространства, которые меняют наш облик наших городов. Также, конечно же, очень большое событие – это для нас Ленский мост. Он тоже вошел как основной объект в ключевые проекты. Не будем забывать про социальную инфраструктуру. Значит, это 12 школ, 10 объектов здравоохранения, 7 объектов спорта появляются. Также большое количество по переселению, строительство многоквартирных жилых домов. У нас сейчас уже реализовываются по разным применениям денежных средств. Это звездный, спортивный. Ну и, соответственно, конечно, это объекты кинопавильона, Межвузовский кампус в 68-м квартале планируется. То есть достаточно большой объем сейчас запланировано ключевых проектов, которые будут далее реализовываться. И, конечно же, менять облик наших городов и сел. Причем самое удивительное, все это происходит как раз-таки на глазах у жителей города Якутска. Любовь Александровна, благодарю вас за интересную беседу. Большое спасибо, что нашли для нас время. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.